Идеи национального возрождения, становление государственности, успехи государственного развития Республики Саха-Якутия за годы суверенизации определяют поиск новых подходов в организации и совершенствованию облика главной представительской площади города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия. Архитектурная композиционная идея реконструкции площади Ленина разработана на основании конкурсных заданий и предложений руководства Республики Саха-Якутия в течение последних лет. Историческая градостроительная схема генплана по данному варианту разделена на две части по проспекту Ленина. Большую часть составляет территория напротив Дома правительства. Вторую часть площади с памятником Ленина сохранить в настоящем варианте. Предлагается назвать площадь Республики Саха-Якутия. Схема генерального плана практически в данном варианте сохранена и учтены все сложившиеся транспортные, инженерные, пешеходные связи, зоны мероприятий и отдыха горожан. Авторами предлагается с помощью долговечных и современных строительных материалов гранит, мрамор, бронза, цветные металлы, сусальное золото и другие современные материалы создать архитектурно-монументальную композицию, основанную в синтезе народного искусства северных народов республики. В отделке площади применяются гранитные камни в сочетании белого и темно-серого цвета с полированными гранитными бордюрами. В освещении площади будут применены современные светильники последних мировых достижений с учетом наших климатических условий. Центральная многофункциональная архитектурная композиция площади имеет многогранную форму и назначение. Демонтирующим элементом композиции является вертикальная четырехгранная стелла в виде серьге, увенчанная скальным всадником из центрального элемента герба республики, который символизирует древнюю землю Оланхо. Нижняя часть стеллы серьге окольцована историческим барельефом с основателями и руководителями Республики Саха-Якутия разных времен и поколений. Она выполнена из бронзы, поддержанная бронзовым земляным курганом с рисунками, нанесенными зеленой патиной. Круглый барельеф поддерживается 8 бронзовыми шарами. Основные элементы стеллы — всадник, шейка серьге и шары покрываются сусальным золотом. Учитывая наши климатические условия, центральная композиция поддерживается разными архитектурными деталями на разных уровнях. Центральный элемент серьге поддержан фонтаном с 4 формами в виде копыт. Проектом фонтан предусматривается сложная частота работы водных композиций со светомузыкой. Такая сложная компоновка форм центральной композиции площади должна дать интересное зимнее восприятие площади в ночное и дневное время дня. Авторам предлагается для полного завершения и композиционной поддержки основной идеи площади предусмотреть реконструкцию фасада детского эстетического центра в виде урасы. Проектом предусматривается с левой и правой стороны по центру государственные символы России и Республики. Вдоль улицы Ярославского предусмотрена аллея муниципальных образований Республики. По проспекту предусмотрена небольшая трибуна для проведения массовых мероприятий города и республики.